Опустим в стакан с горячим чаем металлическую ложку. Мы увидим, что ложка будет нагреваться, а чай остывать. Это будет происходить до тех пор, пока не наступит тепловое равновесие, то есть состояние, при котором температура ложки и чая станет одинаковой. Существуют разные температурные шкалы. Одной из наиболее распространенных и хорошо известных является шкала Цельсия. Основными точками этой шкалы служат температура таяния льда и температура кипения воды. Первой точке приписали значение 0 градусов, а второй – значение 100 градусов. Расстояние между этими точками разделили на 100 равных частей и получили шкалу Цельсия. За единицу температуры по этой шкале принят 1 градус Цельсия. До сих пор применяют термометры со шкалой Фаренгейта. В этой шкале за 0 градусов принята температура самой холодной зимы в Голландии в 1709 году. Такую температуру имела составленная Фаренгейтом смесь льда с нашатырем или поваренной солью. Вторую точку он получил, погружая термометр в смесь льда и воды. Расстояние между этими точками он разделил на 32 части. Таким образом, по шкале Фаренгейта вода замерзает при 32 градусах. Свою шкалу Фаренгейт проверял, измеряя температуру человеческого тела. Новую точку, соответствующую нормальной температуре тела, он обозначил 98 градусами. Позже он ввел четвертую точку, температуру кипения воды, которая равна 212 градусам по шкале Фаренгейта. Если по куску свинца несколько раз ударить молотком, то даже на ощупь можно определить, что кусок свинца нагреется. Следовательно, его внутренняя энергия, так же как и внутренняя энергия молотка, увеличилась. Это произошло потому, что была совершена работа над куском свинца. Таким образом, внутренняя энергия тела изменяется при совершении работы.